Я продолжаю писать карту дня на 23 июня. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов до рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны знаки Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, тогда вам нужна первая часть. Здесь вашего знака нет. Как найти первую часть? Очень легко. Под этим видео внизу есть ссылка. Там так и написано. Ссылка на первую часть видео. Нажимаете, переходите, там будет ваш знак. А мы смотрим дальше. Весы. 23 июня, пятница. Что ждет весов в пятницу? Покажите мне. Вас ждет успех в пятницу. Получение конверт. Получение новости, получение информации, документа, справки. Все что угодно можно получить. Мешок с деньгами. Якорь, остановка, фиксация. То есть где-то вы вечером заякоритесь надолго. Ну, возможно, вот с друзьями, смотрите, выпадает друзья, то есть с друзьями куда-то пойдете. Кстати, билет, это может быть билет, конвертик. Расходы, да, деньги. Так, значит, сейчас я еще проверю горизонталь, вертикаль. И будем смотреть, что у вас выпало. Горизонталь, вертикаль не вижу. Получается, в этот день вас ждет успех. Ну, это успех, связанный с работой, делами, задачами какими-то, допустим, на этот день. Дальше у вас может быть получение денег, как вариант. Да, то есть, ну, мешочек, он может проигрываться как поступлением, так и расходами. Тут не могу сказать. Ну, то есть в сундук точно всегда деньги приходят, а по мешку могут приходить и уходить. Также по якорю вы где-то надолго остановитесь и проведете вечер, и будет общение с друзьями. Так что вот такой у вас, в принципе, хороший день. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Скорпионы, 23 июня, пятница. Мешочек с деньгами выпадает, первое событие. Новость. Может быть, смс-ка о поступлении финансов, да, то есть, или если вы расплачивались картой, да, то есть может приходить смс-ка. Слезы, яблоко. Или опять же, если говорить, например, о покупках в этот день, да, то есть по деньгам мы тратим деньги, то слезы-то могут быть, яблоко может быть еще соблазном, да, то есть желание что-то купить, что в принципе не надо, но очень сильно хочется. Чемодан, временная разлука.
с кем-то расставание. Может быть сборы чемодана. Может быть кто-то в гости приезжает с чемоданом. То есть тут чемодан может как-то фигурировать. Весы нельзя. Угу. И смотрите, есть печаль. Чем-то вы будете расстроены, опечалены. Может быть даже прям до слез. Опять же, может быть, кому-то надо уезжать, чемодан, да, то есть разлука на время, да, то есть вам не нравится эта разлука. Также еще есть тайное свидание, встреча. Ключ нельзя. Здесь нет. Получается, в этот день тайная встреча, свидание, какие-то события, связанные с финансами, с деньгами, печаль, слезы, новость и временная разлука, расставание. Ну, вот такой вот день. Не самый позитивный, да, какой-то получается. Ну уж как есть. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу к стрельцам. Стрельцы, 23 июня, пятница, события дня. Победа у вас первое событие. Решение вопросов. Да, то есть не просто решение, а, видимо, для вас еще с хорошим позитивным результатом. Новость. Рыбу нельзя. Застолье, бокал. Книга, посещение госучреждения, возможно, победа в госучреждении. На определенное время, видите, вам будет назначена, да, то есть встреча в казенном доме. Ну, кстати, будильник показывает, что вы можете опаздывать, можете не успевать, поэтому правильно рассчитывайте время в пятницу. Ну, я больше не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас решаются вопросы, победа будет, посещение госучреждения, какое-то событие будет в определенное время, новость и застолье. То есть еще можете, вот, наверное, эту победу отмечать. Так что день классный, хороший. Ну, единственное, что время, да, то есть, видите, у меня еще и побежало сердечко. То есть, возможно, вы будете бежать, спешить, чтобы успеть. Вот единственное, да, наверное, такое замечание, да, в этом раскладе. Так что вот, если что, выходите пораньше. Давайте себе какой-то запасик во времени. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам. «23 июня, пятница. События дня для козерогов». Домик выпадает. У вас может быть какое-то событие в доме.
плохое самочувствие, болезнь, дорога. Череп еще может усталость показывать, да, если, например, дорога дальняя. Успех. Деловой разговор. Хорошие новости. Общение с друзьями. Ну, общение, переписка, то есть какой-то контакт. Так, смотрим. Здесь нет, здесь нет. Солнышко, радость, хорошее настроение. Нерешенный вопрос. Интересно, когда, то есть есть нерешенный вопрос, и ножницы могли бы быть, да, то есть тоже их можно было соединить, но их держат хорошие новости и события в доме, да, то есть я ни одну, ни вторую карту не могу переложить. То есть показывает, что вы от решения этого вопроса буквально вот в полушаге, да, в полушаге, но именно вот в пятницу он не решится. Хотя вот и есть какой-то, казалось бы, успех. Ну, не знаю. Опять же, да, то есть то же самое колодец. Две карты держат, я не могу переложить ни туда, ни туда. Ну, в случае колодца это хорошо, конечно. Так, значит, получается у вас в этот день хорошее настроение, поездка, какое-то событие, череп, тема здоровья будет важна, успех в работе, в делах, общение с друзьями, хорошие новости, деловое общение. И вот минус еще также нерешенный какой-то вопрос. То есть один вопрос решить не получится. Да, то есть какой-то решится успешно, а какой-то не получится решить. Но опять же повторяюсь, вы уже очень скоро его решите. Ножницы, видите, очень, да, вот прям, может быть, на следующий день там, да, то есть или в понедельник. То есть очень скоро. Поэтому расстраиваться не надо. Благодарю за внимание. Козерожки. Перехожу я дальше к водолеям. Смотрим водолеи. События для вас. 23 июня. Пятница. События для водолеев. Маска, обман. В пятницу вас могут обмануть, поэтому будьте начеку. Иногда, конечно, показывает и наш обман, да, когда мы обманываем. Поэтому ситуация проигрывается и так, и так. Решится какое-то дело, вопрос, ножницы. Печаль, разочарование. Ну, судя по печали, скорее всего, да, что вот обманут вас, да, то есть и вы узнаете об этом обмане. Потому что маска показывает, что маски сорваны. Ну да, видите, открывается какая-то тайна. То, что было спрятано, скрыто под маской, да, то есть выйдет наружу. И как-то это может вас расстроить. Пустые разговоры. Ключик. Ну, как раз ключ открывает, да, все вот эти закрытые двери, закрытые замки, да, то есть он убирает все преграды, препятствия, поэтому вот как раз, возможно, ключик поможет этому замку открыться. Но с другой стороны, да, то есть это больно, но это зато хорошо, да, потому что, ну,
Лучше знать правду, да, чем ходить в дурачках. Пусть она даже и горькая, это правда. Ну, солнышко есть, радость. Так что, я думаю, долго вы здесь печалиться не будете. Возможно, по ключику еще приходит понимание, да, то есть вот эти все события происходят, вы с кем-то можете поговорить, да, то есть и приходит по ключу понимание, озарение, да, то есть и солнышко, и сразу улучшается настроение, да, что вот, ну, эта ситуация как-то вот, она может еще улучшить вашу жизнь, а не ухудшить. Ну, здесь нет. В общем, получается, у вас вскроется какой-то обман, откроются тайны. Да, то есть вы, конечно, в какой-то момент будете расстроены. Затем показывать, что вопрос решится, будут пустые разговоры с кем-то, ключик будет, ну, откроются какие-то возможности, двери, придет понимание и появится хорошее настроение. Вот такой день у вас. Понимаю, да, что начало не очень приятное, но зато окончание дня хорошее, да, то есть солнце. Все в итоге заканчивается хорошим настроением. Благодарю за внимание, водолеи. И перехожу дальше к рыбкам. Смотрим рыбки. (23 июня) события дня для рыбок. Так, побежали. Смотрим, рыбки, что у вас в пятницу. Дорога, может быть. Сборы в дорогу еще могут быть, если не сама дорога. Печаль. Чем-то можете быть расстроены, опечалены. Причем это такие, знаете, сильные переживания. Деловой разговор. Конверт нельзя. Ножницы. Решение вопроса. Решение какой-то задачи. Ожидание. Корабль. Подарок нельзя. Книга. Книга показывает госучреждение. То есть деловой разговор будет в каком-то госучреждении. Тайное свидание нельзя. И здесь нет, кстати, и ножницы еще выпадают. Ножницы с книгой часто показывают получение каких-то справок, документов, да, там, бумаг. Поэтому здесь вот, да, когда мы ножничками отрезаем себе какой-то листик. Так что вот, если какую-то справку надо получить, какой-то вопрос решить, что-то подписать, то однозначно получится. Рыба. Ну, рыба не очень хорошо. Кстати, вот рыба, смотрите, выпадает рядом с рыбой как раз печаль. То есть, возможно, вы узнаете, поймете, да, что какой-то человек ведет себя нечестно, пытается, вот, не знаю, поймать вас как рыбку на крючок, на свой. Застолье. Также рядышком еще есть. Хотя, смотрите, может быть на застолье рыбка. Как вариант. Угу. Так, здесь нет, и здесь нет карты, чтобы сравнить. Получается, в этот день у вас будет какое-то мероприятие, застолье, будет поездка, вас может кто-то обмануть, вы будете расстроены в этот день. Дальше также будет ожидание, деловое общение, посещение госучреждения и решение вопроса. Поэтому, видите, если тут плюс, тут минус. Поэтому нельзя сказать, какой день хороший или плохой. Но зато добавляется плюсом еще застолье и плюсом дорога. Поэтому больше, конечно, плюсов, чем минусов. Но если вы избежите вот этой рыбы, да, то есть и будете контролировать эмоции, то, в принципе, может быть, проиграется мягче, да, то есть эта ситуация.
Или вообще вы не попадетесь на крючок этой рыбы. В принципе, для чего мы прогнозы и делаем с вами, да, чтобы вы старались избегать вот этих аферистов. Так что, рыбки, вот такая информация для вас на пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.